Здравствуйте! Мы продолжаем изучать раздел языкознания «Лексика». Тема нашего занятия – неологизмы, пословицы и поговорки и фразеология, то есть фразеологизмы. Цель урока – повторить понятия, неологизмы, фразеологизмы, пословицы и поговорки, рассмотреть их особенности употребления в речи, научиться конструировать словосочетания и предложения с этими понятиями, учитывая их лексическую сочетаемость, оттенки, значения, стилевую окраску. И мы должны с вами уметь применять их в своей речи. Словарь языка имеет в своем составе активную лексику, то есть слова, которыми пользуются в данный момент все говорящие или какая-то часть населения, и пассивную лексику, то есть слова, которыми люди либо перестают, либо только начинают пользоваться. Пассивная лексика делится на две группы – устаревшие слова и новые слова, неологизмы. Неологизмы – новые слова, новизна которых ощущается говорящими. Неологизмы делятся на два типа – языковые и авторские. Языковые неологизмы – это слова, которые возникают как название новых предметов, явлений, понятий, не имеющих еще названия в языке, или как новые названия для уже существующих предметов или понятий. И второй тип неологизмов – это авторские неологизмы. Авторские неологизмы – это результат слова творчества поэтов-писателей. Также их называют контекстуальными или окказионализмы. Языковые неологизмы возникают следующим способом. Первый способ – в языке возникает новое слово, новая лексическая единица. Она появляется через заимствование. Например, шоп, чартер, шейпинг, имидж. Второй способ – у уже имеющегося в языке слова возникает новое значение. Например, чайник. Да? Все вы знаете, употребляете это слово чайник, то есть не специалист со слабыми навыками. И штрих. Паста для стирания или шифрования текста. Да? Языковые неологизмы используются носителями языка в их повседневной речи. Многим известны и понятны. Если существование языкового неологизма оправдано, довольно скоро неологизм входит в активный словарный запас и перестает осознаваться как новое слово. Задание вам нужно будет объяснить значение неологизмов, таких как промоутер, пролонгировать, сквош, карпаччо, инкап, омбудсмен, рекламный трейлер, стритрейсер, биометрический и ГЛОНАСС. Все эти задания будут еще прикреплены в файле Word на сайте. Следующая тема, следующий раздел нашего занятия – это пословицы и поговорки. Пословица – краткое, устойчивое, ритмически организованное образное изречение, обладающее способностью к многозначному употреблению в речи по принципу аналогии. Поговорка – общепринятое образное выражение, существующее для эмоциональных оценок и применяющееся по принципу аналогии к ряду сходных жизненных явлений. Надоел уже хуже горькой редьки. Свалится, как снег на голову, чужими руками жар загребать. Поговорка отличается от пословицы конкретной темой и образом. Следующее задание. Вам нужно опознать поговорки и пословицы, вывернутые наизнанку. Например, в свою телегу ложись. То есть вы должны подобрать пословицу и поговорку, которая подходит к этой фразе. Да? То есть в свою телегу не ложись, ни в свои сани не садись. Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов. Фразеологизмы делятся на несколько групп. Первая группа – фразеологизмы, происхождение которых связаны с историей, с обычаями и обрядами наших предков. Например, на стенку лезть, кричать во всю Ивановскую и так далее. Фразеологизмы, возникшие в той или иной профессиональной среде или пришедшие в литературный язык из жаргона. Лить колокола, бить по клуши, пуститься во все тяжкие и так далее.
Выражения, сошедшие со страниц публицистических и художественных произведений русской и зарубежной литературы и ставшие крылатыми, это еще одна группа фразеологизмов. Например, лучше, меньше да лучше, всерьез и надолго и так далее. Следующая группа фразеологизмов – фразеологические обороты, пришедшие к нам из старославянского языка. Например, соль земли, хлеб насущный, вложить персты в язвы. И еще несколько групп фразеологизмов. Фразеологизмы библейского происхождения, фразеологизмы античного происхождения, фразеологические единицы, которые восходят к другим языкам. Фразеологизмы, которые являются по происхождению устойчивыми словосочетаниями, терминами. Сейчас я вам расскажу об истории происхождения нескольких фразеологизмов. Нить Ариадны. Все вы прекрасно слышали это выражение. Это выражение пришло к нам из мифа об афинском герое Тезее. Ариадна, дочь критского царя Миноса, помогла Тезею, прибывшему из Афин, сразиться с ужасным Минотавром с помощью клубка ниток, который дала Тезею Ариадна. Он сумел после победы над чудовищем благополучно выбраться из лабиринта, жилища Минотавра. Переносное значение выражения нить Ариадны – это средство выйти из затруднения какого-то, либо руководящее начало. Остаться с носом и зарубить на носу. По древнему обычаю жених невесты приносил родителям невесты нос, то есть приношение, подарок, выкуп. На Востоке это называется колым. Если жениху отказывали, он оставался с носом. Остаться с носом значит потерпеть неудачу, обмануться в своих расчетах, оказаться одураченным. Другое происхождение фразеологизма «зарубить на носу» носом в старину называли памятную дощечку, которую носили с собой неграмотные люди, делая на ней различные заметки, зарубки. Зарубить на носу значит хорошо их запомнить. Еще одно задание, которое вам нужно будет выполнить, это уже текст. Да? Вы должны прочесть предложения, найти в них фразеологизмы, выписать фразеологизмы в тетрадь и